Сейчас вы там рассаживаетесь, ребята, пожалуйста. Здравствуйте, ребята, друзья мои. Я очень рада вводить приветливый ваш класс. И для меня уже награда внимание ваших умных глаз. Меня зовут Лидия Анатольевна. Я приехала из города Печоры. И сегодня проведу у вас урок литературного чтения. Один из моих учеников сказал: учиться дружно всегда интересно. И сегодня я вам предлагаю поработать в группах. А для этого давайте вспомним правила работы в группе. В группе должен быть ответственный. Сразу определите, кто у вас будет ответственный. Дальше. Работать должен каждый на общий результат. Один говорит, другие слушают. Свое несогласие мы высказываем вежливо. И если что-то кто-то не понял, то нужно вежливо переспросить у своего одноклассника. На партах у вас, ребята, лежат листы самооценки. Рабочие листы, нашли все, вот они на экране. Посмотрите, в этих листах, в рабочих листах, мы будем выполнять задания и оценивать работу в группе. Понятно? Итак, давайте начнем. Посмотрите, пожалуйста, на экран. Вспомните, кто этот человек, и, работая в группе, запишите, пожалуйста, в первый прямоугольничек, кто вспомнил, кто это за человек. В группе работаем, группу обсудили и записали, ответственные у вас есть, и записали, вспомнили, кто этот человек, и записали в первый прямоугольничек в рабочий лист. Так, кто записал уже? Чей портрет? Кто вспомнил? Чья группа готова? Можно домик из рук сделать и показать мне, что вы готовы. Кто это? Ничего страшного. Итак, проверяем. Посмотрим, проверим, кто же это. Это Михаил Михайлович Зощенко. Так, дальше смотрим, с каким произведением мы сегодня познакомимся. Отгадайте, пожалуйста, и запишите во второй прямоугольничек. И запишите, отгадайте произведение. И записали во второй прямоугольничек. Ответственный пишем. Пишем сюда во второй прямоугольничек. Записали прямоугольничек. Записали. Попробуйте, что же тут внимательно, посмотрите. Тихо, тихо. Так. Итак, чья группа может мне уже сказать тему урока? Так, первая класс. Так. Готовы сказать тему урока? Какая тема урока? Великие путешествия. Произведение «Великие путешественники». А полностью тему, посмотрите в свой листочек, как будет называться полностью тема нашего урока сегодня? Михаил Михайлович Зощенко, произведение «Великие путешествия». Правильно. Сегодня мы с вами познакомимся с произведением Михаила Михайловича Зощенко «Великие путешественники». Смотрите, ребята, мы с вами определили тему урока. А теперь оцените себя. Если вы и автора, и название угадали правильно, обведите синий компас. А если допустили ошибку, красный компас обвели. И листочки отложили. Так, все, на меня, ребята, внимание. Итак, тему мы с вами определили. Теперь давайте составим план урока. Что мы будем сегодня на уроке делать? Как вы думаете, раз у нас автор Михаил Зощенко, а произведение «Великие путешественники», значит, сегодня мы с вами сначала что? Продолжим знакомство с чем? С творчеством Михаила Зощенко. Молодцы. Хорошо. Дальше второй пункт плана какой у нас будет? Мы
Продолжим С знакомство. произведением «Великие путешествия». Умничка, познакомимся с произведением «Великие путешественники». А как мы с ним познакомимся? Что мы должны будем, Паша, сделать? Мы прочитаем. Мы должны его прочитать. А как научимся читать на уроках чтения? В учебнике. А как, Милана? Как? Выразительно, конечно, будем учиться его читать. Хорошо. Вот смотрите, с творчеством познакомимся, прочитаем. А потом, что мы должны сделать с этим произведением? Мы его просто так прочитаем, закроем и пойдем домой? А что мы будем делать? О чем? То есть анализировать прочитанное нами произведение. Вот какой план мы с вами выстроили. Итак, начнем. Давайте, скажите, пожалуйста, что вы помните о Михаиле Михайловиче Зощенко? Что вы о нем знаете? Может, кто-то что-то знает? Катя. Его фамилия украинская. Так, хорошо, то, что он родом из Украины. Хорошо, Милана. Он пишет детские и взрослые сказки. Произведения, да? Хорошо. Так, Паша. Написал много произведений. Написал много произведений. Все правильно сказали. Ребята, Михаил Михайлович Зощенко родился в Полтаве. В семье у них было 8 человек. Мама его была актрисой, а папа был художником. То есть его семья была творческая. Да? Но семья была не очень богатой. Но все дети получили хорошее образование. Хорошо. Сегодня мы с вами сказали, с каким произведением будем знакомиться, Вика? Мы будем знакомиться с произведением «Великие путешествия». Давайте предположим, о чем это произведение? Великие путешественники, о чем оно? Аня. Это как, наверное, дети отправились путешествовать. Как дети отправились в путешествие. Хорошо, а тогда посмотрите, пожалуйста, на экран. Скажите, как вы думаете, предположите, кто эти люди? Яна, Может, это и есть эти путешественники? про которых мы будем читать? Да. Да? Так, никто не узнал? Ребята, посмотрите, это первая фотография. Христофор Колумб, он открыл Америку. Фернан Магеллан, он первый совершил кругосветное путешествие. И Федор Конюхов, это российский путешественник, он совершил 5 кругосветных путешествий и покорил 7 горных вершин. Вот скажите, всех этих путешественников как можно назвать, Алиса? А какие это путешественники? Первооткрыватели. Так, ну Федор Конюхов у нас не первооткрыватель, он повторил пути Фернанда Магеллана, да? А какие? Великие. А почему они великие? Почему, Павел, они великие? Они великие, потому что совершили очень много подвигов. Много открытий, много подвигов. Умничка, молодец. Хорошо. Ну вот вы сказали, когда я спрашивала, что вы знаете о Зощенко, вы сказали, что Зощенко пишет о детях, так? Для детей и взрослых. Но он пишет и для детей, и для взрослых, да? Но его произведения детские, для детей, о детях. А при чем тогда великие путешественники? Великие путешественники, это вот люди, которые что-то открыли. А рассказ называется «Великий путешественник». Паша. Я думаю, что великие назвали, потому что они сами не знали, что делают, и поэтому подумали, что им все, как объяснить, они все смогут сделать, и им будет легко. Им будет легко. Хорошо. Поднимите руку. Кто хочет узнать, почему же Михаил Зощенко назвал свой рассказ «Великие путешественники». Кто же там великий? Так, давайте мы проверим. Открываем учебники на странице 154. Открыли все учебники. Я начну читать, а кто-то продолжит. Приготовились? Когда мне было 6 лет, я не знала, что Земля имеет форму шара. Но Степка, хозяйский сын, у родителей которого мы жили на даче, объяснил мне, что такое Земля. Он сказал, Земля есть круг. И если пойти все прямо, то можно обогнуть Землю, и все равно придешь в то самое место, откуда вышел. Ребята, скажите, пожалуйста, каким считает себя Степка, когда говорит, Земля есть круг? Каким он себя считает? Он себя считает ученым или тем, который все знает. Всем, то есть как, умным, да, он себя считает? Хорошо, скажите, а действительно Земля это круг? Да. Да? Паша? Нет, это не круг. А что Земля, это что? Это шар. Это шар.
на самом-то деле Степка-то какой? Глупый, там, не знает, он считает себя умным, да? И когда я не поверил, Степка ударил меня по затылку и сказал: скорее я пойду в кругосветное путешествие с твоей сестрой Лёлей, чем я возьму тебя. Мне не доставляет интереса с дураками путешествовать. Но мне хотелось путешествовать. И я подарил Степке перочинный ножик. Ребята, что такое перочинный ножик? Кто знает? Это какой, Паша? Перочинный ножик — это раскладной ножик. Это раскладной, посмотрите, это маленький раскладной ножик. Хорошо. Степке понравился мой ножик, и он согласился взять меня в кругосветное путешествие. Что значит кругосветное путешествие, Леня? Что значит кругосветное? Кругосветное, ну, это значит, ну, по круглому свету идти. То есть обойти, да? Да, Обойти все. Хорошо. На огороде Степка устроил общее собрание путешественников. И там он сказал мне и Лёле: завтра, когда ваши родители уедут в город, а моя мамаша пойдет на речку стирать белье, мы сделаем, что задумали. Мы пойдем все прямо и прямо, пересекая горы и пустыни, и будем идти напрямик до тех пор, пока не вернемся сюда обратно. Хотя бы на это у нас ушел целый год. Скажите, согласятся с ними ребята идти в путешествие или нет? Как вы думаете? Как думает? Я. Интересно, думаю, может быть, захочется, но потом, когда они, Наверное, захочется, да? А скажите, а вам бы захотелось пойти в кругосветное путешествие с ними? Захотелось? Ну хорошо, давайте проверим. Лёля сказала: а если, Стёпочка, мы встретим индейцев? Что касается индейцев, ответил Стёпа, то индейские племена мы будем брать в плен. А которые не захотят идти в плен? Робко спросил я. Которые не захотят, ответил Степа, тех мы и не будем брать в плен. Лёля спросила: 3 рубля нам хватит на это путешествие? Я возьму их из моей копилки. Степа сказал: 3 рубля нам, безусловно, хватит на это путешествие, потому что нам деньги будут нужны лишь на покупку семечек и конфет. Что касается еды, то мы по дороге будем убивать разных мелких животных, и их нежное мясо будем жарить на костре. Итак, ребята, согласились все-таки ребята идти в путешествие со Степкой? Да, согласились, хорошо. А как вы, вот они согласились, да? Они собираются в поход. Как вы думаете, что они возьмут с собой? Что они возьмутся в путешествие, Паша? Ну, я думаю, то, что если они маленькие, они возьмут, ну, ненужные вещи. А вот что конкретно? Что они возьмут? Фаина, как ты думаешь, что возьмут? Это потому, что они возьмут какие-нибудь себе Игрушки, конфеты, Яна. Они возьмут, Ну что можно взять в путешествие? Вот вы, что вы взяли? вкусняшки, да. Вкусняшки, Вика. Я думаю, что они возьмут какие-нибудь одеяла, шахедники. Так, Милана. подушки, кружки, тарелки. Хорошо, Аня. Я думаю, что они возьмут спички. Спички. Ну давайте проверим наше предположение, да? Степка сбегал в сарай и принес оттуда мешок из-под муки. И в этот мешок мы положили хлеб и сахар. Потом положили разную посуду: тарелки, стаканы, вилки и ножи. Затем, подумавши, положили волшебный фонарик, цветные карандаши, глиняный рукомойник и увеличительное стекло для разжигания костров. И кроме того, запихали в мешок 2 одеяла и подушку от тахты. Помимо этого, я приготовил 3 рогатки, удочку и сачок для ловли тропических бабочек. Итак, подтвердилось наше предположение, что возьмут с собой, Алиса? Да. Частично, да? Частично подтвердилось, что мы сказали, они возьмут. А смотрите, ребята с собой возьмут глиняный рукомойник. Что такое глиняный рукомойник? Кто знает? Леня. Это такая чаша, туда наливается вода, и там такая пипетка, и на нее нажимаешь, вода течет, да. Это сейчас. А посмотрите, раньше какой был глиняный рукомойник. Посмотрите, как он выглядел. Вот, как выглядел раньше глиняный рукомойник. Хорошо. Так, Вика у меня продолжает читать. Вика продолжает. И на другой день. Помимо этого, И на другой день. Ниже.
И на другой день, когда наши родители уехали в город, а Степкина мать ушла на речку полоскать белье, мы покинули нашу деревню, Пески. Мы пошли по дороге через лес. Впереди бежала Степкина собачка, Тузик. За ней шел Степка с громадным мешком на голове. За Степкой шла Лёля со скакалкой. И за Лёлей с 3 рогатками, с очком и удочкой шел я. Мы шли около часа. Наконец Степка сказал: мешок дьявольски тяжелый. Остановись, пожалуйста, Вика. Скажите, пожалуйста, как вы понимаете, дьявольски тяжелый? Даша? Мне кажется, Дьявольски. тяжелый, это значит очень тяжелый. А скажи, а почему у них мешок был очень тяжелым? Почему, Аня? Потому что они очень много взяли Чего? одеяла. То есть каких вещей? Не нужно много вещей взяли, не нужно. Хорошо, Вика, продолжай. И я один его не понесу. Пусть каждый по очереди несет этот мешок. Тогда Лёля взяла этот мешок и понесла его. Но она недолго несла его, потому что выбилась из сил. Ребята, что значит выбилась из сил? Что значит выбилась из сил, Никита? Ну, это означает, что Она что? больше нет. А значит, что она? Она просто устала. Хорошо, продолжай, Вика. Потому что выбилась из сил. Она бросила мешок на землю и сказала: теперь пусть Минька понесет. Когда на меня взвалили этот мешок, я ахнул от удивления. До того этот мешок оказался тяжелым, но я еще больше удивился, когда зашагал с этим мешком по дороге. Меня пригибало к земле, и я, как маятник, качался из стороны в сторону, пока, наконец, пройдя шагов 10, не свалился с этим мешком на канаву, да? Ребята, давайте сравним Миньку и Степку. Как Степка нес мешок? Алиса? Степка Мы сейчас... мешок очень долго. Долго? А где он нанес его, Милана? На голове. На голове, значит, даем характеристику. Какой был Степка, Катя? Сильный. А как Минька нес мешок, Фаина? Как он нес мешок? Он как будто бы его как-то запрокинул. Его пригибало к земле, и что он? И он упал. Он качался, как маятник, да? Значит, какой был Степка? Какой, Фаина, был Степка? Слабый. Слабый, маленький, слабый. Хорошо. Продолжаем читать. Аня, продолжай. Причем сначала упал в канаву мешок, а потом на мешок упал я. И хотя я был легкий, тем не менее я ухитрился раздавить все стаканы, почти все тарелки и глиняные рукомойник. Мы с грустью вытащили червяки из мешка, и Степка ударил меня по затылку. Сказал, что таким, как я, надо сидеть дома, а не спускаться, в кругосветное путешествие. Потом Степка свистнул собаку и хотел ее приспособить для ношения тяжестей. Но из этого ничего не вышло, потому что Тузик не понимал, что мы от него хотим. Тем более, что мы и сами не очень-то понимали, как нам под это приспособить Тузика. Тогда Степка велел нам всем вместе нести этот мешок. Ухватившись за углы, мы принесли мешок. Но нести было неудобно и тяжело. Тем не менее, мы шли еще 2 часа и, наконец, вышли из леса на лужайку. Тут Степка решил сделать привал. Остановись, пожалуйста, Аня. Скажите, пожалуйста, ребята, а что такое привал? Привал. Никита, что это такое? Привал – это когда отдыхаешь. Когда отдыхаешь. Ребята, я вам тоже предлагаю отдохнуть. Встаньте, пожалуйста, все. Кто-то может вперед пройти, кто-то назад, чтобы не мешали друг другу. Чтобы не мешали. Так, чтобы не мешали мы друг дружку. Итак, смотрим на экран. Пошли налево. Направо идем. Повернулись вокруг своей оси. Потянулись. Попрыгали. Вперед пошли.
Как пингвины обратно. Обняли друг друга, да? Соседа рядышком обняли. Молодцы. Отдохнули мы тоже. Ребята сделали привал, и мы сделали привал. Присаживаемся. Так, нашли, где мы остановились. И продолжаем читать. Паша продолжает мне читать. Ухватившись за углы, вы понесли... Он сказал, страница 158, нет, потеряли, ищем. Он сказал, всякий раз, когда мы будем отдыхать и никогда будем ложиться спать, я буду протягивать ноги в том направлении, в каком нам надо идти. Все великие путешественники и так поступали, и благодаря этому не сбивались со своего прямого пути. И Степка сел у дороги. Протянув вперед ноги, мы развязали мешок и начали закусывать. Мы ели хлеб, посыпанным сахарным песком. Вдруг над нами стали кружиться осы, и одна из них, желая попробовать мой сахар, ужалила меня в щеку. От этого моя щека вздулась, как пирог. И я захотела вернуться домой, но Степка не позволил мне об этом и думать. Он сказал... Остановитесь, предположите, что может сказать Степка на то, что вдруг Минька собирается домой? Милана? Это, то, что его не надо брать кругосветное путешествие. В следующий раз я тебя, да? Да. Не возьму, да. Катя, твое предположение. Вот только шли, что уже сдаться не очень. Не будем, да? Может, не стоит возвращаться. Хорошо. Так, Вика? Я думаю, что он бы сказал, что ты трус, что побоялся. Так, хорошо. Кирилл? Я думаю, что он скажет, что тогда оставайся на месте. И жди нас здесь, да? Да. Так, хорошо. Яна? Я думаю, что он мог сказать, ничего страшного, что тебя оса ужалила, нам не стоит возвращаться назад. Так, хорошо. Давайте проверим предположение. Да, Фаина, продолжай читать. Каждого, кто захочет вернуться домой, я привяжу к дереву и оставлю на съедение муравьям. Итак, ребята, подтвердилось наше предположение? Частично можно сказать. А смотрите, охарактеризуйте Степку, какой он, раз он говорит такие слова, какой он, как можно сказать? Он жестокий. Он жестоким его можно назвать. Хорошо, еще Яна. Плохой друг. Плохой друг, Фаина. Или тот, кто все время думает, что он справится, хотя у него это не получится. Так, хорошо, продолжаем читать. Продолжай, Фаина. Перед тем, как пойти дальше, Степка выкинул из мешка почти все, что там было. И мы пошли налегке. Я шел позади всех, скуля и хныча. Моя щека горела и ныла. Лёля тоже была не рада путешествию. Она вздыхала и мечтала о возвращении домой. Мы продолжали идти в плохом настроении. И только у Тузика настроение было ничего себе. Задрав хвост, он гонялся за птицами и своим лаем вносил излишний шум в наше путешествие. Остановись, пожалуйста, Фаина, продолжаю я. Наконец стало темнее. Степка бросил мешок на землю, и мы решили тут заночевать. Мы собрали хворосту для костра. Что такое хворост? Хворост, Вика? Это сушеная трава. Сухие ветки, хорошо. И Степка извлек из мешка увеличительное стеклышко, чтобы разжечь костер. Но, не найдя на небе солнца, Степка приуныл. И мы тоже огорчились. И, покушав хлеба, легли в темноте. Скажите, пожалуйста, почему Степке не удалось разжечь костер? Почему, Алиса? Потому что, мне кажется, солнца уже не было. А что он не учел? Что ему не хватило? Он не учел то, что солнца ночью не будет. Правильно, то есть не хватило каких-то ему знаний. Хорошо, продолжаем. Степка торжественно лег ногами вперед, говоря, что утром нам будет ясно, в какую сторону идти. Степка тотчас же захрапел. И Тузик тоже засопел носом. Но мы с Лёлей долго не могли заснуть. Как вы думаете, почему Минька и Степка долго, Леня, не могли заснуть? Почему? Они, наверное, у них
Они не могут, ну, они привыкли уже дома. спать. Привыкли дома спать хорошо, Яна. Тем более не в темном лесу. Значит, им что-то, наверное, было. Наверное, было Холодно. холодно, страшно. Хорошо. Так, проверим сейчас, почему же не могли ребята заснуть. Нас пугали темный лес и шум деревьев. Сухую ветку под головой Лёля приняла за змею и от ужаса закричала. А упавшая шишка с дерева напугала меня до того, что я подскочил на земле, как мячик. Наконец мы задремали. Подтвердилось наше предположение, что действительно боялись темноты, да, боялись различного шума. Я проснулся от того, что Лёля теребила меня за плечи. Было раннее утро, и солнце еще не взошло. Как вы думаете, зачем Лёля так рано разбудила Нинку? Лимана? Я думаю, что Лёля хотела со своим братом повернуть ноги в другую сторону, чтобы они пошли обратно домой. Да, какое предположение? Хорошо. Соня, у тебя какое предположение? Она его очень рано разбудила, потому что она очень сильно хотела домой, и она не могла Спать, да? без мамы. Не могла без мамы. Хорошо, Катя. Может быть, она соскучала и хотела с братом Хорошо. играть. Хорошо, проверяем. Ребята, давайте проверим, да? Лёля шепотом сказала: Минька, пока Стёпка спит, давай повернем его ноги в обратную сторону, а то он заведет нас, куда Макар телят не гонял. Ребята, как вы понимаете, куда Макар телят не гонял? Это куда, Паша? Я думаю, что это очень далеко. Очень далеко. А как называется это выражение? Куда Макар телят не гонял? Как это называется? Что это? Фразеологизм. А что такое фразеологизм? Ус, Паша. Это Устойчивое выражение. Хорошо. Мы посмотрели на Степку. Он спал с блаженной улыбкой. С блаженной улыбкой, значит, какая у него улыбка была? Веселая, спокойная, да? Мы с Лёлей ухватились за его ноги и в одно мгновение повернули его в обратную сторону так, что Степкина голова описала полкруга. Но от этого Степка не проснулся. Он только застонал во сне и замахал руками, бормоча: «Эй, сюда, ко мне!» Наверное, ему приснилось, что он берет в плен индейцев, а те не хотят и сопротивляются. Подтвердилось предположение? Было у нас такое, что ребята хотят подтвердить? Да, продолжаем. Мы стали ждать, когда Степка проснется. Он проснулся с первыми лучами солнца и, посмотрев на свои ноги, сказал: «Хороши мы бы были, если бы я лег ногами куда попало. Вот бы мы и не знали, в какую сторону нам идти. А теперь, благодаря моим ногам, всем нам ясно, куда нам идти». И Степка махнул рукой по направлению дороги, по которой мы шли вчера. Мы покушали хлеба, попили водички из канавы и двинулись в путь. Скажите, пожалуйста, все ли правильно сделали ребята? А что они делали, Эрни? Они попили воды из канала. А можно пить воду из канала? Нет. Нельзя. А почему нельзя пить воду из канала? Полина? Потому что канава, она из песка, это просто как... Там грязная, да, вода? Хорошо, продолжаем. Дорога была знакома по вчерашнему путешествию, и Степка то и дело раскрывал рот от удивления. Тем не менее, он сказал: кругосветное путешествие тем и отличается от других путешествий, что все повторяется, так как Земля есть круг. Позади раздался скрип колес. Это какой-то дяденька ехал в пустой телеге. Степка сказал: для быстроты путешествия и чтобы скорее обогнуть землю, не худо бы нам сесть в эту телегу. Мы стали проситься, чтобы нас подвезли. Добродушный дяденька остановил телегу и позволил нам на нее сесть. Правильно поступили ребята? Нет. А почему нет? Потому что Девушка только, да? Яна? Потому что нельзя садиться в чужие машины. Конечно, чужую телегу с незнакомым людям. Мы быстро покатили и ехали не больше 2 часов. Вдруг впереди показалась наша деревня Пески. Степка, раскрыв рот от изумления, сказал: вот деревня, в аккурат похожа на нашу деревню Пески. Это бывает во время кругосветных путешествий. Но Степка еще больше изумился,
Когда приблизился к реке и подъехали к пристани, мы вылезли из телеги. Действительно, это была наша пристань Пески. И к ней только что подошел пароход.